За последние 10 лет уже в нашей стране было создано тысячи и тысячи фильмов, книг, там, сериалов, постановок о Великой Отечественной войне. Вот это Мгм. очередная постановка. Вот как ты сам считаешь, это просто очередная постановка или ты хочешь внести что-то новое? Что вот этой историей очередной о войне хочешь сказать нам? Безусловно, это мы бы не брались за материал, если бы мы бы не нашли ключ, то, о чем сегодня говорить в этой истории. Поэтому ты правильно сказал, что о войне было много фильмов, о подвиге, о каком-то таком духе настроя патриотического, можно сказать. Я не говорю, что это плохо, просто они были об этом. Мне кажется, мы делаем историю про любовь, про безусловную любовь, и история, которая сейчас очень нужна вообще людям. Поэтому мы думали про войну, про мир, тоже очень много было размышлений, когда вот подкрадывались к этому материалу. В итоге, когда я осознал, что она от начала до конца, от первой буквы до последней точки пропитана любовью, отца к сыну, потом сына к отцу и матери к ним обоим, то все встало на свои места, и я понял, что она должна звучать, сегодня эта история должна звучать, должна быть рассказана. Но она ни в коем случае... Война — это как некое предлагаемое обстоятельство, да, которое как бы в спектакле, в принципе, даже сильно не затрагивается, по большому счету. Ну, в продолжение нашего вчерашнего такого небольшого диалога, как ты думаешь, дети будут играть в этого персонажа на детской площадке, в песочницах? Будут ли играть дети в песочнице у этого персонажа? Но мы не ставим про персонажа из книжки, который непоколебим и который не меняется. У нас не супергерой, история не про супергероя. Все-таки Рустем — это не супергерой. И когда я даже первый раз читал произведение на русском языке, я не видел в нем какого-то супермен, который непоколебим. А все-таки дети играют Спайдермена, который неуязвим. А Рустем — это мечущийся, это сомневающийся, это ищущий и ищущий любви человек в непростую эпоху. Не кажется ли тебе небольшим читерством для привлечения внимания, ну или для, скажем так, вбивания определенных эмоций, нужных тебе, использование ребенка, подростка как персонажа? Нет, не кажется. Какой вопрос, такой ответ. Вот опять-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню, мы понимаем, что мир настолько стремительно меняется. Вот каждый день там принимаются новые законы, не только в нашей стране, а во всем мире. Да. И эти изменения постоянно вызывают такую мировоззренческую, цивилизационную турбулентность. Вот как вы с вашим автором успеваете за этим миром, либо вы как бы не обращаете внимания, а думаете только что о вечном? Ну, если мы говорим о каких-то остросоциальных актуальных вещах, за ними не надо поспевать, стараться прям успеть угнаться, потому что есть какие-то незыблемые ценности. Как бы мир ни менялся, и сегодня об этом очень много говорят, мир меняется, мы каждый день слышим из всех утюгов, мир меняется, все так меняется мир так меняется, все, мир не будет прежним, мир меняется, и опять мир меняется, примерно так мы слышим, да, каждый день, мир меняется, но я уже сказал, что спектакль — это про безусловную любовь матери к своему сыну, если уж быть откровенным, поэтому тут, мне кажется, эти вещи никогда не поменяются. Так и сама форма любви тоже меняется? Нет. Мать белой медведицы так же любит своего белого медвежонка, как и 100 лет назад. Хотя уже было и революция, и войны, и так далее. В самом произведении Адели Кутуя прописаны всевозможные чудеса, спецэффекты, такая супергероика. Вот есть ли надежда у зрителей увидеть волшебство, спецэффекты, Да. вот все, что любят современные люди, современное зрелище? Да,
Надежда умирает последней. Надежда на это есть. Но все-таки хочется, чтобы мы стремимся к чудесам актерской игры, к чудесам существования актеров на площадке. Все-таки мы находимся в драматическом театре. И чудеса, чтобы зритель видел, что чудеса не только в умении исчезнуть на сцене, показать фокус, да? Фокус несколько в ином. В самом прочтении этой истории, мне кажется. Фокус даже в том, что невидимый в этой истории не совсем тот, кто кажется на первый взгляд, должен быть невидимым. Но я могу как бы все карты раскрывать, это будет неправильно. Хотелось бы, чтобы зритель пришел, увидел и удивился вот этим фокусом. Обычно ты очень много сам писал инсценировок для своих собственных спектаклей, ну, там, допустим, для той же самой Джамили, которую я видел, и для других. Вот. Но в этот раз ты почему-то решил это доверить другому человеку, Айдару. Вот для чего ты так поступил? Что послужило причиной для изменения твоего нормативного поведения? Во-первых, совместная уже работа у нас была, на мой взгляд, довольно внятная и удавшаяся. Это «Арну. Искупление» в главной роли с Нурахмет Валихмедовичем Сафиным. Да, и как бы мне показался этот опыт верный. Это две головы всегда лучше, чем одна. То есть, если есть возможность, с людьми, с кем я могу работать в тандеме, это здорово. И в то же время Айдар, который является инсценировщиком, драматургом даже этой повести, потому что это же не пьеса, это же недописанная повесть, которую он дописывает, совместно со творчеством дописывает. Поэтому, мне кажется, Айдар может меня слышать, да, слышать и услышав, добавив себя, что-то выдать такое, с чем сразу можно работать. Потому что мы работаем над материалом до сих пор. Еще есть сцены, которые мы перерабатываем. Я думаю, это бесконечный процесс идет. В «Искуплении» было то же самое. То есть нет кристаллов, мы все обрабатываем. Поэтому и с таким человеком надо работать, который тебя быстро слышит в таких условиях. Насколько ты выработал механизмы работы с другим пишущим человеком, и как эта работа, ну вот именно механизм, скорее всего, наши зрители, ну в принципе очень много людей сейчас очень пишут, и им интересно было бы узнать вот, механизм взаимодействий, секреты, тайны. Да сам секрет еще не выработал, откуда я не так много проектов сделал. Секрет не выработал какой-то, но мне кажется, самое главное слышать друг друга и а где-то в то же время, если ты уверен, как настаивать на своем. Настаивать на своем. Вот это вот соединение несоединимого дает какой-то ключ, наверное. То есть очень важно понимание того, чей вариант лучше, и принять этот вариант. Да, и еще один термин, который, мне кажется, мы выработали в работе — доверяй, но проверяй. То есть доверяй драматургу. И проверяй его на сцене, да, с актерами. Сразу, да. И надо, чтобы драматург сидел всегда рядом. Все-таки такой, мне кажется, способ правильный. Он должен быть всегда в театре. Я знаю, Туфан Минуллин говорил всегда так, что драматург должен быть всегда в театре, находиться. Я понимаю, почему так сказано. То есть дыхание ловить, актерские мизансцены ловить, понимать, что здесь неправильно проработан текст. То есть так не по-настоящему, так люди не существуют. Такую фразу он сейчас, грубо говоря, сказать не может. И вот доверяй, проверяй и находись в зале. Ну, то есть это фактически создание текста на сцене, получается, да? Да, это абсолютно на ходу меняем текст. Обед, поднялись, зачеркнули то, что делали, оставили там выжимку какую-то, заново переписали, вернулись на сцену, сыграли по-другому. Вот так и строится. И Арну мы так работали с Айдаром, и сейчас работаем так же.